Но несмотря на то, что эти курганы были ограблены, много вещей еще осталось и для археологов. И тем не менее мы оказались более удачливее, видимо, чем грабители. Они не заметили два тайника, которые были сооружены рядом с могильной ямой. Находки превзошли все наши ожидания. Можно представить себе состояние, когда мы нашли эти вещи. Среди уснувших степей лежит моя дорога вдаль по следу диких зверей. Туда, где бронзу рубит сталь, там где-то она истечет. Да у земли на краю, там дева птица живет, что душу выпила мою. Он очень толстый. Вот. Видите, на конце у него вот как шип. То есть это кавалерийская пика. Пика. Да. Пика, вот да. тоже пика. А это вот уже вот перерождение такое. Кстати, был воткнут дно погребения. Вот. Вот это тоже из дна погребения. То есть воткнут был. А вот это вот два из... Вот парное воинское у нас было погребение. Казаки. Да, Орда. Орда. Нет, даже не Орда, неправильно, наверное, будет. По-другому. Едут казаки. 70-е и 80-е годы прошлого столетия были ознаменованы несколькими выдающимися событиями в области изучения прошлого. В 1978 году в Афганистане советский археолог Виктор Сарианиди сделал открытие, поставившее его в один ряд с Генрихом Шлиманом, открывшим Трою, и Картером, обнаружившим гробницу Тутанхамона. Сарианиди раскопал 7 захоронений правителей Кушанского царства под курганом Тилля-Тепе. Его находки, а это 20 тысяч золотых предметов, получили название «Золото Бактрий». Еще большей сенсацией стал Аркаим, открытый в 1987 году группой челябинских археологов во главе с Геннадием Здановичем. Аркаим изменил представление ученых о культуре древних ариев и путях их движения в страны Южной Азии. Наконец, в 1988 году уфимский археолог Анатолий Пшеничнюк в результате раскопок курганов близ села Филипповка в Оренбургской области открывает богатство материальной культуры ранних кочевников Евразии – сарматов. Находки Филипповки превзошли все ожидания ученых, сделав ее первооткрывателя одним из самых известных археологов мира. В археологию я пришел случайно. И вообще у меня в жизни сплошные случайности. Крестьянский парень из простой украинской семьи, проживавший в деревне Липенки, некогда стоявшей в Ургадинском районе Башкирской АССР, хотел поступить, как и следовало от него ожидать, на механический факультет сельхозинститута. Хотел пахать землю, но не судьба. В сельхоз его не взяли, пришлось поступать в университет на исторический факультет. По окончании его распределения. Я получил направление директором школы в село Бузовязы, недалеко. Вот. Но поскольку у меня оказался физический недостаток, горло у меня оказалось больным. Я когда несколько уроков подряд давал, я начинал хрипеть. То есть я оказался профнепригоден. Вот. И я решил поступить в школу КГБ, но я не был членом партии, поэтому вот. И поступил лаборантом. Думаю, я поступлю лаборантом, вступлю хотя бы кандидатом в члены партии и там так далее.
Не зная археологии, я поехал с Мажитовым первый год, в 1959 году, на Бирский могильник. В далеком 1959 году два молодых ученых примерно одного возраста, Мажитов и Пшеничнюк, еще не предполагали, что со временем станут патриархами башкирской археологии, что их имена будут звучать далеко за пределами республики. Хоть и считает Анатолий Харитонович свой приход в археологию случайностью, вряд ли можно назвать случайностью его тягу к земле. Пахать ее, правда, не пришлось, но копать с лихвой. Ну, потом думал, что я, так сказать, закончу на этом свою карьеру. Но мне понравилось, и я проработал 2 года лаборантом, потом перевели меня в научные сотрудники, потом защитил диссертацию. Меня это все увлекло, и я так стал археологом. Уже ни разу в профессию не менял, и институт не менял. То есть я 50 с лишним лет проработал в одном институте. С Институтом истории, языка и литературы башкирского филиала Академии наук СССР связана вся научная деятельность, да и попросту большая часть жизни Анатолия Харитоновича. Теперь на полях археологии работают его младшие коллеги, ученики и ученики его учеников. А это-то уж совсем, это уже все... Предел, малютка. Не то, что деградация, полнейшее растворение. Растворение, да. Полнейшее растворение, то есть ассимиляция вот этого пришлого компонента уже так, что почти что полностью. Но здесь что интересно, чем вот могильник вот известен, интересен Караабыс, тем, что очень много ананинского. Очень много. Это керамика. Какой ананинск? Кельты есть? Нету. Кельтов нету. Ну вот. А что? По убранству Сейчас костюма. я достану, может быть, да. Ну что ты считаешь ананинским? Вот эти вот Т-образные. Так называемая караабысская культура обязана своим названием городищу Караабыс. Ее исследованию положил начало Анатолий Пшеничнюк, с мнением которого сверяют свои выводы теперешние археологи, работающие на Караабызе. Сначала под руководством Сальникова Бектимировский могильник. Вот. 3 года я их копал. Потом Хлебенина, Шипова и так далее. В общем, я защитил диссертацию, именно так она называется, «Караабысская культура». Наиболее интересным я считаю Охлебенинский могильник, который находится возле села Охлебенино Иглинского района. Я копал там 4 года. Вот раскопано 635 погребений, очень богатых, вот, не грабленных. В общем-то, для всего Урала-Поволжья такого могильника, такой величины, такой грандиозности, если можно так сказать, я не знаю. И никто не знает. В общем, в принципе, его нет. Ну, вот я начинал копать караабысскую культуру на севере Башкирии, потом переместился в центр Башкирии, и потом на юг Башкирии. Почему? Потому что вот на памятниках Северной Башкирии, вот, в частности, в караабысской культуре тоже, было очень много предметов, вещей и в погребальном обряде, и в вещевом материале, которые вели на юг. Поэтому я постепенно двигался на юг. Однако идея отправиться на юг не была спонтанной. На эту мысль Анатолия Харитоновича натолкнула легенда, услышанная от одного старика из деревни Акташ.
Якобы на месте Охлебининского городища проживал некогда некий хан со своим племенем, постоянно подвергавшимся нападениям южных кочевников. В каждом даже мифе есть какая-то доля правды. Когда я вот услышал этот, ну, как сказать, сказку или рассказ вот этот, я поехал в деревню Бишаула-Нугарова. Там оказались курганы, более 30 курганов, именно этого времени, как и Охлебинина. А после того, как я раскопал там очень большое количество курганов, могильников в курганах сарматских, у меня возникла мысль, почему на Южном Урале нет таких известных курганов, как при Черноморье, как на Алтае, в Казахстане, которые богаты золотом, с пышным погребальным обрядом и так далее. Конечно же, отправиться на юг в поисках царских курганов пшеничника заставила в первую очередь логика ученого-археолога, а не старинная легенда. Однако и сказки в этом деле тоже не помеха. Они тем и хороши, что освобождают сознание от оков рациональности, давая простор фантазии и абстрактному мышлению. Так или иначе, следуя своей интуиции, Анатолий Харитонович открыл знаменитую на весь мир коллекцию сарматского золота. Центральный Филипповский курган по своему погребальному обряду, по количеству и высокому художественному мастерству ювелирных изделий не уступает самым знаменитым скифским и сакским курганам. Идет второй год работы на кургане. Последний день работает техника, завтра ее переводят на другой объект. И вдруг под ножом скрепера сверкнул металл. Работа техники остановлена, в ход пошли лопаты, ножи, кисти, началась расчистка, и вот показались первые изделия из золота. И мне кажется, если мы оставим часть нераскопанных курганов, которым не грозит уничтожение, мы сделаем доброе дело для науки. Ну что, ребята, последнее фото на память. Внимание! Снимаю! Меня попросили прощальный кадр, чтобы я не знаю почему, из-за бороды, наверное, что я колоритную бороду имел тогда. И те, кто снимали фильм, сказали, вы обязательно в конце, значит, сделаете ручкой вот так вот. Ну, ему же сейчас столько же лет, сколько мне, вот здесь вот. Ему 52 года, мне 51. Ну вот он как выглядит прекрасно. В 50 лет задумал копать большие курганы. Он рассказывал, я, говорит, ведь не сразу решил за большие взяться. Много лет я не брался. Почему? Испортить боялся, навредить. Тренировался на памятниках не такого масштаба большого. Потом почувствовал, что дозрел до больших курганов, и все. Дальше уже и не остановить было его. У него это такое качество, такой вот обстоятельность, серьезный такой подход, чтобы, не дай бог, не напортить, не навредить. Результаты раскопок курганов близ села Филипповка, что находится в Оренбургской области, сенсационны не только и не столько обилием золота, сколько самим фактом наличия подобных погребальных сооружений в этой части Евразии. До этого царские захоронения, содержавшие в себе богатые клады ювелирных изделий, украшений и посуды из золота, были обнаружены либо в Причерноморье, либо в степях Казахстана и горах Алтая. Считалось, что только эти районы были местом обитания племен эпохи раннего железа – скифов, саков, сарматов, массагетов и других. Южный Урал казался ученым периферии мира ираноязычных кочевников. Эти представления до основания были разрушены Анатолием Пшеничником. Это как раз 89-й год на этих кадрах раскопки филипповских курганов. Это следующий год после того, как Анатолий Харитонович нашел клад из золотых изделий. Золото само по себе для археолога это обычная археологическая находка. Мы восторгаемся, собственно, не самим золотом, а самой вещью, что она несет, какую информацию дает.
и какие выводы можно сделать в последующем из этого. И выводы были сделаны. Оказалось, что по богатству находок Филипповка не уступала самым роскошным погребениям Скифии. Оказалось, что на Южном Урале также покоились цари неизвестных нам племен – дахов, сарматов или массагетов. Об этом говорили хотя бы такие статусные вещи, как ритоны, то есть кубки для питья, которыми пользовались венценосные особы. Как звали царей Древнего Урала? Кем они были? Об этом мы, по всей видимости, не узнаем уже никогда. Ага, вот эти вот предметы ахименидские, вот они как раз показывают. До сих пор, вот уже 20 с лишним лет, 23-25 лет прошло с тех пор, с раскопок 1988 года, до сих пор осмысление продолжается. Вот эти предметы, которые мы видим, это ведь предметы, мы привыкли говорить, сарматские цари, цари Сармат. Но никто не знает, в общем-то, как они сами себя ощущали, как их окружающие ощущали. А вот по этим предметам мы скажем, что персидские цари, шахи, считали их равными себе. Ведь эти предметы только в царском дому могли использоваться. Не какие-нибудь там приближенные царя. Вот эти ритоны, только царь царю мог его подарить. А скорее всего это дары дипломатические. Это не военная добыча однозначно. Не было такого, чтобы наши кочевники разграбили какую-нибудь царскую сокровищницу. Едва ли. Скорее всего, это дары дипломатические или за службу подарки. Вот эти вот ритоны, сосуды драгоценные, только царь царю, только равный равному. То есть персидские цари, которых мы знаем, да, Кир, Ксеркс, Дарий, считали наших кочевников, в общем-то, равными себе. Вот какие далеко идущие выводы можно сделать при анализе филипповских находок. В них мы видим зрительное подтверждение описанного в Авесте и иранском эпосе Шахнаме, противостояние Ирана и Турана, противостояние двух близкородственных общностей – оседлых ариев и ариев кочевых. Походы персидских царей Кира и Дария против скифов и массагетов закончились провалом. Зато ответные нашествия северных кочевников часто завершались успехом. Владыки Азии откупались от лихих уральских наездников богатыми дарами. Отдельные предметы этих подношений археологи теперь находят в могилах сарматских царей на Южном Урале. Любой археолог, конечно, преследует цель найти уникальное, неповторимое, но не каждому в этой жизни везет, тем более археологу, при ведении раскопок, при желании особо найти что-то такое, которое позволит говорить о находках во всем мире. Но Анатолий Харитонович, насколько мне известно, к этим находкам шел практически всю свою жизнь. Можно подумать, что археологическая удача – это чистой воды игра случая. Кому-то выпадет шестерка, а кому-то туз. Но на самом деле это не так. Для того, чтобы сделать открытие, мало отыскать в поле возвышенности и раскопать ее. Настоящее открытие является результатом знания истории, географии, археологии и довольно сложных вычислений. Ранее считалось, что скифо-сарматская культура во всем своем великолепии существовала только в Причерноморье, Северном Кавказе, Средней Азии. Южный Урал считался варварской периферией, где не могло быть блестящего искусства ранних кочевников. Объяснялось это учеными тем, что и причерноморские скифы, и то ли саки, то ли тоже сибирские скифы, как их называют, на Алтае и в Сибири, они находились рядом с цивилизациями. Там Хорезм, Кушанское царство и так далее. Там Рим, Греция, что якобы торговля способствовала обогащению определенных, особенно предводителей племен, родов и так далее. А на Урале этого не было. Я считал, что поскольку весь степной мир одинаков, должны быть такие курганы и на Южном Урале. Расчет оказался верным. Филипповка явила собой таинственный мир южноуральских кочевников, до конца не разгаданный до сего дня. Оказалось, что большинство предметов было создано местными мастерами из местного же золота. Иранский импорт составлял незначительную часть находок. Это было замечательным открытием. А кто делал? Вот тут тоже вопрос
Скорее всего, какие-то ремесленников, возможно, они брали в плен, возможно, как-то привлекали их и так далее. Потому что вот определенная такая школа очень серьезная была. Это не просто так кто-то такие вещи не сделает. Это, в общем-то, высокое искусство, и я вот беседовал с художниками и так далее. Они говорят, что это рука высокого мастера, что вот кажется грубовато, но настолько со вкусом сделано, что, в общем-то, это великие мастера делали. Считается, что так называемый скифо-сибирский звериный стиль возник под влиянием ближневосточного искусства. В VIII веке до нашей эры скифы вторглись в Переднюю Азию и, захватив тамошние страны, пробыли на их территории несколько десятилетий. И именно там, как считается, они усвоили технику и символику восточных мастеров. Однако данное объяснение строится на презумпции культурного превосходства земледельческих цивилизаций Древнего Востока перед Великой Степью. Поэтому вполне возможно, что знаменитый звериный стиль имеет местное происхождение. Где он зародился? Многие вещи очень трудно определить. Вот я привожу пример. Допустим, возникла винтовка. Она быстро распространилась по всему. И где она зародилась? Ну, часто есть какие-то источники. А раньше мы же никаких письменных источников не имеем. Поэтому где зародилась раньше, я, например, не берусь. Очень много всяких гипотез, где зародилась, но вот среди кочевников шел очень серьезный, то есть большой обмен, торговля. Ну, скорее не торговля, а даже обмен всякими предметами. Потом постоянные набеги и так далее, и они перенимали. Но вот чем интересно филипповские вещи, большинство филипповских предметов – это местного изготовления. Вот таких оленей, притом не только оленей, но и других изображений нигде нет. Они похожи, и звери те же, там и так далее, но все-таки это вот чисто такой вот наш южноуральский тип. Таким образом, можно с полной ответственностью сказать, что золотые олени являются уникальным и эксклюзивным явлением древней культуры Южного Урала. Это, если хотите, бренд нашего региона. Конечно, открытие Филипповки, оно вывело нашу науку на качественно новый уровень, совершенно другой уровень. Это мировой уровень. Сейчас занимаются ученые там, немецкие и прочие нашими сокровищами, которые черпают там огромные какие-то для них кладезь знаний. Находки Филипповки позволили по-иному взглянуть на историю евразийских степей. Богатство местной ювелирной продукции, статусный импорт из Ирана, массивность курганных захоронений позволяют говорить, что местные цари не уступали по могуществу шахам Ирана. Причем последние признавали их равными себе владыками. Иран и Туран почти как два огромных, таких мощных игрока, как сейчас бы сказали, на мировой геополитической арене. Тогда персидские цари так Туран воспринимали, как очень серьезного соперника. Раскопки Анатолия Харитоновича, без его раскопок мы бы этого никогда бы не узнали, никогда. В жизни бы не узнали. Хотя и Константин Федорович Смирнов, и Марина Глебовна Машкова раскопали хорошие памятники, интересные памятники. Но масштабы Филипповки ни один из них не может достигнуть. И вряд ли еще будет когда-нибудь достигнут. В лихие 90-е коллекция знаменитых оленей Евразии путешествовала по миру, неизменно производя фурор. Коллекция стала мировой сенсацией. Ничего подобного не было в нашей стране, увлеченной в то время политическими дрязгами и потребительским ажиотажем. В США, вот в Нью-Йорке, очень хорошо воспринимали, прям замечательно они так это все обхаживали меня там и так далее. И народу много было, там обсуждали все и так далее. В Италии вообще это было чудо, просто так, столько народу было. Трамваи, плакатики висят, вот выставка там стоит. На улице щиты, что вот состоится выставка. А в Москве, я говорю, вот был один транспарант, ветром колышется, вот как лозунги раньше носили, так две палки, вот, и эти белой гуашью на красном фоне написан, так вот такая. Поэтому там такого
и очень мало народу было. За шорами повседневной суеты мы, можно сказать, проглядели или недооценили значение филипповских находок. Впрочем, их вообще могло не быть, если бы не археологический гений Анатолия Харитоновича. Ведь поначалу у многих было сомнение относительно ценности филипповских курганов. Его решение копать эти большие курганы, у него же, по его слов, вызывали достаточно большие сомнения. Эти сомнения были связаны с тем, что, во-первых, на раскопки этих курганов требовалось потратить достаточно большое количество денег. А в советское время 10 тысяч рублей – это непомерная сумма, огромная сумма была. Соответственно, риск в этом присутствовал. Можно было раскопать эти большие курганы и ничего не найти. Курганы большие, все грабленные, большие воронки. Сил затратить надо много, а можно и ничего и не найти. Вот. Ну, я рискнул. Риск оправдался. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Собственно, в этом заключен весь метод и практика археологической науки. Ее формула – знание плюс удача. У Анатолия Харитоновича было и то, и другое. Вот я, когда начал копать Филиппову, я пришел к твердому убеждению, что человек издревле очень умный товарищ был. Вот мы говорили, что вот мы от первобытного общества к рабовладельческому, потом феодальный, потом капитализм, социализм и коммунизм, и вот это вершина. Ничего подобного. Человек давно был умным, и не всегда он шел только вперед. Он по-разному шел. Что-то находим, что-то теряем. И очень много мы потеряли, конечно. Вот бережнее. Вот археология, мне кажется, одна из тех наук, которая должна приучать бережно относиться к тому, что сделали наши далекие предки. Порина